Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, и сказал ты мне, больше не приду. Книга. Книга. Сначала нужно сжечь книгу. В этой книге мысль человека, его память и надежда. Мысль – это враг, память – враг, надежда – враг. Нужно сжечь и забыть все добро, правосудие, милосердие, справедливость, честь и совесть. Только потом начать войну. Уж сколько лет мы охраняем этот святой огонь. Но я не понимаю, зачем и от кого его храним. Вот ты скажи. Что же я скажу? Я сила, тупая сила. Как судить о том, что божество державное свершает, и права нет, и мне не по уму? Так значит, даже Куцый твой умишка, и тот под стражей? Но тебе виднее, ты – власть. Не торопись. Пока еще утроба вмещает тайну, лучше потерпи. А если нет, вываливай давай. Нет сил терпеть. Я лопну. Вот мучение, жить ложной властью, тенью дум царя. За что я в подчинении у Зевса? Когда я власть? Коль сам меня создал он, то первый должен подчиняться мне. Я сам хочу повелевать и править, и в Зевсовом дворце сидеть мне должно, а не служить, не обивать пороги. Я власть и должна властвовать над всеми. Стою на страже, как собака. Какой позор! Все то, что благородно и драгоценно, под замком в опале, и даже я. Вот ересь. Ну, бес с языком твоим, как видно, водит. В каком-то разе только и осталось правителя богов турнуть с престола и гнать за шею, чтоб самому воссесть. Нет, пусть он сам сидит себе на троне, а я на шее у него. Не дурно? Тогда скорей. Хоть раз бы посмеяться. Не шуми. Что сказано, забыто. Ведь я молчал, не проронил ни слова. Как ты преобразился? Цвет 40 раз меняя на глазах, ты 40 раз меняешь и повадки.
Я – власть. Привычны мне метаморфозы. Что не скажу, все к месту и правдиво. Ну и дела. От пиршества Зевса остались горы мяса, и плещут реки винные кругом. Как тихо. Мертвым сном уснул Олимп. Сила. А ты знаешь, почему все стремятся к власти? Ты власть, тебе известнее. Как говорил Никита Сергеевич Хрущев, власть слаще денег, власть слаще женщины, власть слаще водки, власть слаще всего на свете. Сила. Давай. Пошли к Харитам. Пошли. Очаг. Да ну его, к богам. Горит и ладно, что с ним приключится? Я весь в сомнениях, полон подозрений. Хитросплетение мерзкого коварства мерещится повсюду. Словно все вступили в тайный заговор. Сомнения лишили сна, а боги остальные в божественной дремоте. Проклятие мне.
Проклятие мне! Власть! Власть, сила! Где вы, дезертиры? Изменники! Где вы? Мы, вот они. А ты что причитаешь? Чего тебе не спится, косоглазый? Что ж, сила глуповата от рождения, но ты, власть. И впрямь ослепливый. Да что стряслось? Чего ты так взбесился? Огонь украли. Видишь, тлеют искры. Наказывай, жестоко покарай. Кого? Меня. Тебя, Гермес? За что же? Похитили огонь. Карать потом. Но кто огонь похитил? Власть. Сила. Нас казни, владыка, мы проглядели. Казнь потом. Но кто? Кто украл огонь? Увы, на след пока что не напали. Все боги здесь? Прометея нет. Теперь все ясно. Ах, Прометей! Богам ты бросил вызов и всем законам небу изменил. На Зевса руку поднял. Жажды мести ничем не утолить мне. Пошли ему вдогонку власть и силу. Пусть возвратят в очаг огонь священный. Едва назад вернем, другой похитит. Нет. Нет. Мы прибегнем к хитрости, к обману. Пусть в ненависти, в страхе, в выступлении растопчут люди пламень благодатный, к ним занесенный с неба. Вот тогда, уж если от обиды и позора злодей во рту не перемелет зубы, железной станет золотая палка. Эрида и Гермес, ваш час настал. Пора и вам блеснуть своим искусством к земле. Опережая Прометея, летите. Кара будет вам потом. Казню и правых я, и виноватых. Расплата после. Но у казни той конца не будет. Никогда. Вовеки. Отец,
А если заупрямится и не согласится с вашим условием, выбейте огонь из рук его и растопчите. И киньте Агазию вот в эту пропасть. Пусть сгинут и огонь Прометей, и жена его. Так где же, наконец, эти ублюдки, называемые людьми? Судя по мусору, который они оставили где-то поблизости, как загрязнили окружающую среду. Это еще только начало. Эдамшах, где ты? Добрый вечер. Перед вами муж и жена. Да откуда вы взялись в моих владениях? К тому же с удовольствием ссоритесь, как в своем доме. Когда-то не было людей дружнее и счастливее нас. И жили мы в мире и согласии, лаская друг друга, радостно воркуя, и никогда не видели друг в друге ни изъяна, ни порока, ни вины, ни греха. А теперь он превратился в урода. Фу, мерзость какая. Заткнись ты, ведьма. Да что же случилось с вами? Что за напасть? Такое случилось, все по ветру пошло, всему конец, все погибло. Расскажите-ка все по порядку, может, мы сумеем вам как-нибудь помочь? Поздно, уж теперь никто не поможет, даже сам Зевс. И все же расскажу вам назидание. В прежние времена все люди в нашем краю жили вот как вы, мирно, согласно, благополучно, спокойно. Об этом, кажется, я уже говорил. Один бог, отступник по имени Прометей, принес с неба огонь и осветил нас. Поглядели мы друг на друга, и вдруг оказалось, что все мы безобразные, неприглядные уроды. В мгновение ока мы остыли, охладели. Эй ты, Абразина, ведьмина дочка. Проваливай, жалкий ублюдок. Так может быть, и мы уродливые, да только этого славы Зевса не видим. Пока огонь Прометея не коснулся вас, уродство ваше скрыто. Вот раньше у меня одна щека была солнцем, а другая луной, а теперь одна щека превратилась в белый камень, а другая в черный. Двуликий косой дьявол. Это еще полбеды, когда огонь Прометея освещает снаружи. А ведь он пронизывает, освещает людей насквозь, и все потроха просвечиваются, и все, что в потрохах, все насквозь тебя видит. И о чем думаешь, и чего хочешь, и всю твою хитрость, коварство и пороки. Понимаете? Бесстыдник. Поглядите-ка. Все его нутро полным-полно подлости. Развратник. В мыслях-то опять другая баба, да? Пакостник. Бесстыжий. От огня Прометея все беды наши видят насквозь друг друга, и мужья, и жены. Огонь Прометея всех бед начало. Не принимайте его, живите радостно в раю. Бесплатно берите.
Может быть, минует нас это бедствие? Нет, Прометей уже идет сюда. Уже идет? Прометей? Может быть, есть какой-нибудь способ спастись? Да, есть один способ. Есть у Прометея женщина по имени Агазия. Прометей любит Агазию больше всего на свете. Если бы вы похитили ее раньше, чем Прометей доставит сюда огонь, то могли бы сказать ему: или уноси огонь обратно, или мы убьем твою Агазию. Ну а если заупрямится и не согласится с вашим условием, выбейте огонь из рук его и растопчите. Он же Бог. А что, если возьмет и одним ударом всех нас уничтожит? Он Бог гений. Он не может применять грубую силу и карать не умеет. Вся беспомощность и все бессилие его в этом. Огонь его в тростнике. Об этом мы дознались только потом, а сначала были глупцами. О, бедные муж и жена. Мы узнали о вашем несчастье. Это спасет нас. Оставайтесь у нас. Мы не можем воспользоваться вашим великодушием. Где бы мы ни были, разгорались ссоры, раздор, вражда, беда, проклятие и несчастье. Нас коснулся огонь Прометея. Мы не хотим принести вам горе. Идите и благоденствуйте. Прометей, вор. Огонь, гибель. Как мы их обманули, а? Поверили, дураки. И курицу взяли бесплатную. И станцевали. Ни стыда, ни совести. Пенсионный возраст повысили. Они все улыбаются. Бензин с каждым днем дорожает. Они веселятся, дураки. Прометей, вор, огонь, гибель. Расколот мир, и ровно пополам цветет любовь на светлой половине. На темной непроглядная тоска, лишь тень любви. Какую половину ты выбрал для себя, мой Прометей? Сиянием ли твои объяты крылья, или вечной темнотой утомлены? Томлюсь и плачу, длится ожидание. Дыханием опалены моим. Где пролетаешь ты? В каких вселенных
Вернись на землю, мой крылатый бог. Кого так ждешь, Агази? Я Прометея. Он несет огонь. Ты слышишь? Возвратись, мой муж, скорее. Здесь люди ждут. Все ждут тебя, спеши. Глядите, откроются небесные ворота, и в синеве лучистою рекою протянется дорога Прометея. По небосклону с этой стороны звездой крылатой он сойдет на землю. Люди еще теснее окружают ее, а после их милее и ликуя, купаясь в счастье, не забудьте, люди, хотя бы поклониться Прометею, чтоб не стыдиться за себя потом. Изменится, довольно. Разве мало того, что ты сошлась с бродячим богом? За что же ты хочешь погубить людей? Причем здесь я? Огонь священный. Что общего имеет с этим вздором? Вы полюбите не меня, огонь. Вы знаете, что тот огонь небесный? Да знаем, знаем. Навязав огонь, ты вывернуть нас хочешь наизнанку, и обнажив и думы, и желания о наших душах Зевсу донести. Нам все известно. Не клевещите на огонь священный, сходящий с неба. Чье здесь наущение? О боги! Боги в небе, на земле, хозяева мы сами. Каким оружием вас мне победить? Любовь моя, она ведь не оружие, скорее безоружность. Но когда огонь у вас предстанет пред очами, и сможете глядеть и наслаждаться, только подождите, потерпите. Но самой лютой карой тебя накажут, если Прометей раскинет на землю, уронит хоть искру. В тот миг придется с телом разлучиться, твоей душе, виновной или невинной. Огонь или жизнь? Что хочешь, выбирай. Огонь и жизнь? Все вместе? Нет, вместе никогда. Огонь и жизнь нужны мне вместе. Нет, вместе никогда. Огонь и жизнь все вместе, нераздельно. Остается выбор за Прометеем. Что ж, увидят все, как ты любима. Сейчас придет огромное, как вечность, великое, как сотворение мира, мгновение. Я возьму огонь у Зевса, от смерти человечества избавлю. Великий миг, в моей руке огонь. В моей руке огонь. Лечу к земле, лечу навстречу людям. Кто из богов счастливее меня?
На землю я принес небесный пламя. Сегодня я дарю моей любимой бессмертие и вечное дыхание. Я мчался через множество миров, спешил в твои агази объятия, чтоб наше одиночество разрушить, чтоб навеки были мы вдвоем. Я так летел, но никогда доселе так не спешил я, и от взмаха крыльев под необъятным куполом небесным покачивались сонные планеты, как желтые кувшинки на реке. Я даже растерялся, показалось, что от безумной радости и страсти, и сам, как факел, запылаю я. Агазия. Агазия! Унын турағындағы. Покуда еще жива. И если ты захочешь, останется живой и невредимой. О ней потом. Сначала я, Адамшах, немного допрошу тебя, наш великий Бог. Я здесь хозяин, здесь на земле. Я принес огонь. Но кто из нас спросил тебя об этом? Я? Или эти жалкие калеки, что валяются у тебя в ногах? Адам, я Бог, прославленный провидец. И мощь моя страшна. Но проклинать и приносить беду я не умею. И то, что нужно людям, я предвижу. Огонь, созревший в глубине земли, ждет сочетания с пламенем небесным. Пусть Бог дарует нам лишь то, что просим, не больше и не меньше. Нам не нужен огонь. Нам не нужен огонь. Немыслимо. Мой дар не по душе. Так я напрасно нес огонь священный, наваждение. Я так спешил, волнуясь и ликуя, и душу опаляло нетерпение. Я счастье людям нес. Мы не просили, нам не нужно счастье. Нам не нужен огонь. Проснитесь, дети, бедные земли. Уж мне казалось, что достиг я цели, и вот бедой настигнут я. А все же, чему гореть, того не погасить. Я знаю, что вам нужно. Сами знаем, что нужно нам, чтоб ты унес огонь. Нет. Я сейчас переломлю тростинку и выпущу огонь. А знаешь, что с твоей Агазией? С Агазией? Она неподалеку. Могу тебе продать. Продать? Да, за огонь. Как за огонь? Ведь и тебе, великий, нужно счастье. И, может быть, оно тебе нужнее, чем нам. Тогда немедли, выбирай. Или свой огонь сейчас ты бросишь в пропасть, или на твоих глазах твою подругу туда столкнем. Бросай же свой огонь. Спасай свою любимую. Не думай. Агазия! Не бросай огонь, Прометей. Бросай огонь. Агазию спаси. Бросай. Не бросай огонь, Прометей. Не погуби нас понапрасну. Бросай огонь. Не бросай огонь, Прометей. А где же уроды? Где калеки? Слепые? Где безобразные и глупые? Все стали стройные, красивые. Погляди, сколько света в их лицах. Кто же они, эти восхитительные существа? Это мы. Мы сами. Мы люди. Мир так ослепителен, что глазам больно. Земля так прекрасна, что хочется плакать. Мой путь окончен, стала мысль деянием, и я навек от неба отрекаюсь,
Я навсегда выламываю крылья, сорву их с плеч, как листья, останусь там, где милая дышала, и где земля ее смешалась с пеплом. Лишь только у того, кто сам на воле, свободно слово, подлинно свободно. Оно опасно. Я Фемида, богиня правосудия. Согласно Конституции Олимпа, опираясь на переданные мне полномочия, заявляю: Титан, сын Иопета Прометей Валитов, обвиняется в распространении розни среди людей, препятствуя нашему главному богу Зевсу в поднятии бунта против богов, похищая божественное пламя, в применении силы против служителей Зевса, власти, силы и человека, обмана людей и в убийстве Агазии, дочери земли. Титана, сына Иопета Прометея Валитова, признать виновным, лишить высшей награды героя Олимпа и заковать в кандалы на 30 тысяч лет. Я вернусь к вам, люди, и 30 тысяч лет неотвратимо минует. Было бы мироздание цело, я вернусь к вам, люди. Я вернусь к вам, люди. Ведь не вечны лютые злодеи, и не вечны в мире злодеяния, вечны только слезы, только пламя, лист зеленый, в небе облак белый. Положительно оценивается и деятельность в социальной сфере. По статистике официального издания «Олимпа», вся огромная деятельность богов, направленная на улучшение социальной сферы, дает хорошие показатели. Также введены в строй важные для жизнедеятельности объекты стройки. Деятельность, направленная на улучшение жизнедеятельности, дает надежду на светлое будущее. В связи с вышеизложенным делаем вывод. За прошедшие столетия в Олимпе произошли существенные положительные изменения. Специалисты дают высокую оценку деятельности главного бога Зевса. Его рейтинг с каждым днем растет. Жер жерлерісінде Олимпқа ыңғай өзгерістер көп болған. Баш аула Зевс